К Дням города и республики в Ухте приурочили открытие планетария в Центре творчества имени Корчевского. Когда-то единственный в Коми, в начале нулевых он прекратил свою работу из-за аварийного состояния помещения. Спустя почти 20 лет обновленный, по-прежнему единственный в регионе планетарий вновь распахнул двери для детей и взрослых. В числе первых побывала в нем и Виктория Науменко. Звезды вернулись в Ухту. Именно так о долгожданном открытии говорят участники клуба юных астрономов, созданного в далекие 70-е при первом Ухтинском планетарии. Они в числе почетных гостей первого сеанса и хорошо помнят, как увлеченно изучали космос мальчишки и девчонки несколько десятков лет назад. Некоторые из них пусть и не стали космонавтами, но связали жизнь с близкими к этому сферами. Это самое лучшее время моей жизни. Вот этого достаточно. Он был замечательный. К нам много приходило детей. Мы очень много разнообразных лекций читали, проводили беседы. Вот. Атмосфера всегда была замечательная. И сегодня у меня праздничное настроение, потому что такое возникает ощущение, что космос опять возвращается в Ухту. Восстановление планетария стало завершающим этапом большой реконструкции детского парка и Центра творчества имени Корчевского. Эту работу провели при поддержке главы Республики Коми Владимира Уйба. На средства госкорпорации «Роскосмос» и «Росатом» приобрели специальное современное оборудование для оснащения планетария. Еще в ходе строительства ремонта Дворца пионеров глава республики посещал, но мы рассказали, что да, действительно здесь был планетарий, и хотелось бы его восстановить. И он тогда подключился, мы написали письма, он сам лично принимал в этом участие, и вот в результате литвобист нам было перечислено Росатомом и Роскосмосом 15 миллионов рублей. Нынешний планетарий – это помещение с куполом диаметром 8 метров, оборудованное отечественной проекционной системой и астрономическим симулятором специально для лекций, уроков по астрономии и естествознанию. Сочетание объемного полусферического экрана, специальных фильмов с эффектом погружения создает настоящий визуальный объем изображения. Зрители полностью погружаются в происходящее на экране, ощущая себя внутри действия. На сегодняшний день для планетария приобрели уже более 60 специальных фильмов, а в день открытия был аншлаг. На сеансы записались более 250 человек. Со следующей недели, после прошествия всех праздников, планетарий будет работать в штатном режиме. То есть самые активные дни – это суббота и воскресенье, плюс праздничные выходные дни, когда основное население свободное, с детьми может приходить сюда смотреть. Сейчас составляется режим, фильмотека конкретизируется и уточняется вопрос по стоимости. Сразу скажу, стоимость будет более чем доступная. В ближайшее время руководство Центра творчества определится и с образовательной программой планетария. Для коллективного обсуждения привлекут бывших преподавателей и сформируют новый педагогический состав специалистов, которые смогут увлечь юных горожан, как тогда, в далекие 70-е. Чтобы первым космонавтом из Коми непременно стал выпускник Ухтинского планетария. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.